знает, в час заутренний сюда пожалует она, заслыша шум природы внутренней, смахнув с ресниц остаток сна, внимая зову расписания, с томами грузными в руке, студента наделит сказанием на чистом женском языке, и древними полны поверьями ее абхазские глаза, в них даль веков и дух немеренный, в них лед и пламя и гроза. Все тайны Гесса ей получены, ей шлет привет семья Тибо, а в голове скрипят уключены из рифм Бодлера и Рембо. Ей ведомы пути Улиссовы, ей душу раскрывал Мерсо и философствовал неистово пред ней плебей Жан-Жак Руссо. Что мне до них, судьбой окованный, привыкший верить и мечтать? Я знаю, счастье мне даровано молчать, любить и встречи ждать. Этот дом в Сухуме знают все жители. Он был построен в начале XX века. В 1943 году здесь проживал доктор Варлам Александрович Шервашидзе. В 30-х годах Нестор Лакоба назначил его главным хирургом Абхазии. Вера Вахтанговна Шервашидзе – внучка легендарного доктора. В этом необычном доме она родилась и выросла. Вера Вахтанговна – выпускница 10-й школы, затем был Тбилисский государственный университет, позже аспирантура в МГУ. Она автор 54 научных статей, 4 научно-методических работ, 6 монографий. Веру Вахтанговну Чачба-Шервашидзе я всегда уважал. Она была блестящим педагогом, выросла в блестящего ученого, отзывчивый, интеллигентнейший человек. Помню, когда она защитила диссертацию в 1975 году, потом работала в нашем, тогда еще пединституте. Настало время, когда кафедру русской и зарубежной литературы мы смогли разделить на две. Кафедра русской литературы отдельно и кафедра зарубежной литературы. Первой заведовала Маргарита Глебовна Ладария, а второй заведовала Вера Вахтанговна. 10 лет она проработала заведующей кафедрой. Вера Вахтанговна Шервашидзе, наш прекрасный работник, который, к сожалению, покинула нас сейчас в это время, она работала у нас до войны, долгие годы, и была основателем кафедры специальности французский язык и французская литература. Вот, деканат филологического факультета помог ей в этом, ректорат помог ей в этом. И у нее были специалисты по французскому языку, которые работали вместе с ней и обучали наших абитуриентов, наших студентов, обучали этому предмету. Вот. Но насколько интересно она читала лекции, я даже хочу сказать, что это действительно были настоящие лекции настоящего ученого, который французскую литературу XX века прекрасно знал. Она была любимой дочерью своего отца и владела французским языком настолько, что когда пару лет назад у нас проводили в Россотрудничестве повышение квалификации, преподаватели были поражены, что она является нашим гражданином и нашей коллегой бывшей. И сказали, что все филологические факультеты России получают образование по французской литературе, по ее учебникам, что это грандиозного уровня.
материал, который не имеет никаких аналогов по сравнительно-сопоставительным анализам, как по литературоведению, так и по лингвистике. Семинары, всякие дела, связанные с работой заведующего кафедрой, она выполняла очень хорошо. Война, послевоенное время. Она мне звонила, часто звонила. 10 лет работы в Абхазском государственном университете не прошли бесследно. Бывшие студенты с благодарностью вспоминают ее интересные лекции. Я с Верой Вахтанговной познакомился на первом или на втором курсе в 80-м или 81-м году. Вера Вахтангова преподавала нашему курсу зарубежную литературу. Мы много пропускали с Мироном, и Вера Вахтанговна относилась к нам так, как мы этого, собственно говоря, и заслуживали. Но потом случилось, что она дала нам курсовые задания, и каждый должен был выбрать произведение зарубежной литературы из списка. Я выбрал «Житейское воззрение кота Мура» Гофмана. Вера Вахтанговна очень удивилась, но тем не менее выбрал, дала. Я написал, и ей понравилось. Понравилось, и она сказала: знаете, Женя, давайте мы из этого сделаем студенческую научную работу. Мы несколько таких вот консультаций с ней я провел. Я и мой однокурсник Мирон Герри, он тоже писал работу. И мы даже дома у него были. И, собственно говоря, оттуда пошла наша дружба. Сила убедительности ее научных текстов, она заключалась в том, что она приводила цитаты и подводила к тому, что она считала правильным. Вот то, как устроен ее научный текст, это вообще поле для исследователей научного дискурса. Я думаю, что будут времена, когда вот ее хороший слог, ее вот эти возможности интеллектуальные, да, которые выливались в такие сложные, глубокие научные работы, они будут изучены для того, чтобы в последующем использовать при оценке языковой личности любого ученого. Я, когда ее первый раз увидел, от нее невозможно было оторвать взгляд. От нее такая вот харизма шла, аура. Она вообще как бы из плеяды вот этих ближайшее колено там владетельных князей Шервашидзе. Она внучка Варлама Шервашидзе, чьим именем названа больница, и она жила в доме по улице Джанаши, в этом знаменитом особняке, который построил гофмейстер Шервашидзе. Мне довелось слушать ее еще и как студенткой. Вот, будучи студенткой, я слушала ее, и тогда впервые, вот я помню, даже на первом курсе это было, она обратила внимание на то, что французские романы нужно читать вдумчиво и по несколько раз. И самое главное, что какую аналогию она привела, что так же, как и Высоцкого, слушать в одиночестве. Она была самодостаточной, очень цельной личностью. Естественно, это отразилось на том, что она делала, как она это делала и как она себя несла в этом. Даже в быту для нее не свойственна была простота. Вот я имела счастье общаться с ней в бытовом отношении, да, то есть она когда приезжала, я встречала, мы делали, она абсолютно не приспособленный к земной жизни человек. Вот я ей пыталась как-то создать комфортные условия для того, чтобы она какие-то хозяйственные дела здесь могла сделать, потому что периодически она наезжала, вот как правило, 1 раз в год. И меня удивляло другое, что ни разу этот человек не потерял своего лица в языковом отношении. То есть для нее абсолютно
чужда простота. Вот такой высокий слог, высокий стиль общения она выдерживала и в быту. Вот это, наверное, все-таки ее княжеское такое происхождение сыграло определенную роль. И все, кто ее знает, знают, как она интонировала, вот она пела свою речь. Последний раз она приезжала вот буквально летом, за месяц она отдыхала в Пицунде. Я говорю: Вера Вахтанговна, ну как таким образом вы отдыхаете в Пицунде? Вы должны в Сухуми, мы остановились бы у нас. Я никого не хочу беспокоить. Это тоже вот ее качество. Никого не беспокоит, никого никогда не беспокоит. И она вот все думала, что-то надо продать дом. И вдруг последний раз она написала: знаешь, Батальчик, я успокоилась. Я понял, что мы с Ниной восстановим этот дом. Они уже частично там одну комнату сделали. Мы восстановим. Я не могу, говорит, уйти из дома, в котором жил мой прадед, в котором прошло мое детство. Не знаю, что с ним делать, но, говорит, что-нибудь сделаем. Как она общалась с нами, студентами, понимаете, как с равными. И не просто в аудиторию. Она могла пригласить нас к себе, какие-то вопросы обсудить там. И мы все тянулись. И, мы, ребята, не могли подражать ей, но мы хотели подражать вот этому уровню, этой осанке, от этого такого неторопливости, взвешенности суждений. Отечественная война 1992 года перевернула жизни всех жителей Абхазии, и Вера Вахтанговна не была исключением. Она очень болезненно перенесла события грузино-абхазской войны. В этот период в Москве ее сняла журналист Манина Гварамия. Меня зовут Вера Вахтанговна Шервашидзе. Я родилась и выросла в Абхазии. Мне очень трудно говорить, очень трудно, потому что то, что произошло в Абхазии, коснулось как бы по-живому. Я помню Сухум 50-х годов, Сухум моего детства. Я помню Сухум по рассказам моего деда Варлама Александровича Шервашидзе, который жил в Сухуме с 1914 года. Это был город, в котором жили люди разных национальностей. И всех объединяло необыкновенное чувство терпимости. Никого не интересовало ни национальное происхождение, ни социальное. Когда нас покидают близкие нам люди, близкие по духу, близкие по содержанию, близкие по характеру. Вера Вахтанговна Шервашидзе была удивительно светлым, удивительно порядочным и человечной личностью. Я вспоминаю ее в разных ипостасях. Это и научный руководитель моей близкой подруги, с которой она так трепетно, к которой она относилась, и с которой она занималась ее диссертацией. Она, как член диссертационного совета, она входила в состав диссертационного совета по романским языкам и всегда необыкновенно трепетно относилась ко всем нашим диссертантам и с особой внимательной и тщательностью вычитывала всегда все поступающие диссертации. Она, как профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов, с которой она работала с 1994 года. Вера Вахтанговна человек необыкновенно многогранный. Она выпускница Тбилисского государственного университета по специальности филологии, преподаватель французского языка и литературы. И нужно сказать, что любовь к французскому языку и к французской и романской филологии она пронесла с собой всю свою жизнь.
Я, как человек, изначально также преподаватель французского языка и заведующий кафедрой иностранных языков филологического факультета, постоянно общалась с Верой Вахтанговной в силу нашей любви и близости именно к французскому языку и французской литературе. Вера Вахтанговна – автор нескольких монографий. В частности, она посвятила свои труды творчеству Альбера Камю, а также Андре Мальро. Многие ее работы были связаны с периодом экзистенциализма во Франции, с периодом французской литературы конца 20-го, начала 21 веков. Вера Вахтанговна всегда находила доброе слово для своих учеников. Ее необыкновенно любили и ценили все студенты, которые приходили и занимались, соответственно, филологией на филологическом факультете Российского университета Дружбы народов. Больно думать, что она ушла от нас, что мы никогда больше не будем с ней встречаться, что никогда не увидим на ее родной кафедре русской и зарубежной литературы. Она пришла на кафедру в середине 90-х годов и проработала вот уже 25 лет. Она была прекрасной ученой, глубокий, вдумчивый. Она была хорошим другом. Она была связана профессионально с Московским государственным университетом, с Институтом мировой литературы имени Горького. У нее там было много друзей. Она занималась французской литературой. Это было ее увлечение. Я знал Веру Вахтанговну в течение 27 лет, с того момента, как она пришла к нам на кафедру русской и зарубежной литературы. У нас сразу становились такие, я бы сказал, дружеские, творческие отношения. Возникла душевная близость. Мы оба вели курсы зарубежной литературы. Я ранее. Она подхватывала студентов уже в 4-м семестре. Читала историю зарубежной литературы XIX века, XX века, новейшую зарубежную литературу. Вот, кстати, вот учебники ее многочисленные по зарубежной литературе, западноевропейской литературе XX века. Она вела интересные спецкурсы, тут и модернизм, и постмодернизм в зарубежной литературе. Но специализировалась главным образом по французской литературе, новейшей французской литературе. Хотя почему новейшей? Там был весьма широкий диапазон. У него были работы по средневековому героическому эпосу, песня о Роланде, конечно, литература романтизма, экзистенциализма. То есть, вот книги ее. Она печаталась в самых престижных журналах филологических, вот, в частности, «Вопросы к литературе» ее статья здесь, посвященная Ромену Гари. Дочь Веры Вахтанговны, Нина Шервашидзе, закончила социологический факультет МГУ, аспирантуру в этом же вузе, работает в рекламном агентстве в Москве. Мама красивая, искристая, бунтарка, неиссякаемый источник вдохновения и огромный личный пример для меня. Мама была очень дисциплинированным человеком, очень требовательным к себе человеком. Она всегда говорила, что талант без труда не развивается, что нужно каждый день работать над собой. И она работала. Я не помню ни одного дня, проведенного мамой в праздности. Она каждый раз готовилась к лекциям, хотя знала их наизусть, потому что это были ее авторские разработки. Она все время писала что-то, статьи, монографии. Она готовила 7-ю монографию. Много было о маме сказано как об ученом, но мне кажется, что главным призванием мамы было материнство.
Знаете, очень сложно даже пожелать мамы более любящей, более самоотверженной, мамы, которая всецело подчиняла свои интересы и свою жизнь мне и моему благополучию. И я всем ей обязана, и я очень рада, что я каждый день маме говорила об этом, о том, как я сильно ее люблю, как много она для меня значит, какая она красивая, какая она умная, какая она талантливая, какая она самая-самая. Именно в этот период Вера Вахтанговна снимается в телевизионной просветительской программе «Игра в бисер», ведет беседы о Камю на радио «Маяк». Почему весь мир показан глазами ребенка? Почему ребенок играет такую роль в этой маленькой повести, в этой маленькой притче, в этой маленькой сказке? Потому что ребенок в романтизме, Сент-Экзюпери все время обращается к некой идеальной модели общества, которые для него служили летчики, с которыми он летал. Вот эта спаянность, дружба, солидарность, ностальгия по каким-то простым истинам, по простым ценностям, которые называются любовь, дружба, ответственность, она вылилась в утопию. То есть здесь имеются элементы рецепции романтической. А романтизм считал, что в силу чистоты и незапятнанности души ребенка ему мир открывается, он видит невидимое. То, что для обывателя сокрыто. То, что вот эти мертвые души не видят. Ведь Сент-Экзюпери называют планету людей планетой счетоводов и бухгалтеров. И он говорит о том, что как ему скучно и как ему надоели посредственности, которые его окружают. Потому что если рассматривать эту простую историю в разрыве от философии Камю, то мы уйдем очень далеко. А Летранже писался одновременно с мифом о Сизифе. Вот. И в двух этих произведениях Камю, уловитель настроений своего поколения, как бы создал зеркало драмы европейского сознания, кризиса европейского сознания. Это первое. Второе. В том же мифе о Сизифе Камю писал следующее определение романа. Роман – это завершение философии. Полноту ему придает философский подтекст. То есть это философский роман. И поэтому традиционная эта история об убийстве, она рассматривается только в терминах философских символов и философских идей Камю. Безучастность, посторонность, странная логика Камю, которая сразу с первых фраз нас погружает в этот роман, объясняется прежде всего тем, что Камю, что Мерсо – это дионисийский человек. То есть это, как бы сказать, оголенность человека перед абсурдом. Если кто-то невооруженным взглядом вот посмотрит на вот эти передачи с ее участием, даже там она выглядит как борец, она абсолютно непримирима. Если ее коллеги, да, там отрицают, то есть она даже не полемизирует, она настаивает, потому что так глубоко прочитана, так глубоко пропускает через себя, и ее научная фантазия подтверждается вот логикой ее мышления. В общем, я считаю, что она писала, как говорила, и говорила, как писала, и жила так, как писала. Очень глубоко, осмысленно, в духовной сфере находилась и считала, что без осмысления вот этого мира мир не имеет смысла.
как-то ее вот стремление к Абхазии, оно становилось все сильнее. Несмотря на то, что у нее там профессиональные связи, прекрасная карьера, столько публикаций, монографий, пособий, учеников, передачи, полное признание. Но она как-то стремилась сюда. И вот я не знаю, что это такое. Это мистика какая-то, это какое-то предсказание, предчувствие, предвидение. Но вот перед этим последним своим приездом она мне прислала свою статью. Она очень много публикует, издает и так далее. Обычно она привозила свои книги, дарила мне и так далее. А тут она прислала статью о Марселе Прусте и о том, как он пишет. Прекрасная статья, я ей написала, что я не могла оторваться, на одном дыхании прочитала, об этих воспоминаниях, о том, что мы любим через свои воспоминания, через свое восприятие, и как важны вот эти нюансы наших впечатлений. И как-то вот она была настроена перед последним посещением к вот этим, мне кажется, прочувствованию вот этих детских и юношеских воспоминаний, которым, так сказать, полна ее память, связанная с Абхазией, с Сухумом, с набережной, с кофе, с людьми и так далее. И она просто наслаждалась встречами с людьми. Каждый раз она потом говорила, какой праздник был сегодня, какое пиршество общения, как мне здесь хорошо, моя душа здесь отдыхает. И мы были очень рады, что вот действительно она как-то полной, так сказать, грудью дышала здесь и отдыхала, и наслаждалась природой, солнцем. Потрясающая погода была. Очевидно, что наука для нее является не только видом деятельности, это ее стиль жизни. Вот я знаю, что для того, чтобы написать какую-то статью вот про французские романы, она выезжала в Париж, она общалась с экспертами в этом вопросе. Она очень серьезно относилась к слову. И если хотите, да, вот мы полностью, вот, может быть, обязаны ей в понимании, да, вот, французского романа 20 века. И она очень переживала о будущем Абхазии. Даже вот последний раз она приезжала. Но мне кажется, что каждая наша встреча, она так или иначе, она к этой теме возвращается. А что будет? Ах, вот как вы думаете? Как будто я это знаю. Вот и она спрашивала, очень переживала. И она любила Абхазию. И очень много дала Абхазии. И я не знаю таких людей. Я в жизни очень мало встречал. На пересчет. Очень жаль, что ее с нами нету уже. Но то, что она сделала, это, я думаю, останется навсегда. И в нашей памяти точно. И вот одна из последних сообщений, которые я получила перед ее уже вылетом, это то, что я сижу в роще Пицунской под соснами, вдыхаю этот воздух, и вот последние часы, испытываю вот эти прекрасные последние часы. Вот как это оказалось таким провидением, вот меня просто, я даже сейчас говорю. Да, это колоссальная потеря вообще вот не только для культуры, для абхазского просвещения, но вот для всех близких ее друзей, для меня, конечно. Но вот в этой печали есть вот этот светлый оттенок в том, что она была счастлива в этой последней поездке сюда. И вот это как-то, ну, не могу сказать, успокаивает, но вот эту печаль делает светлой.